Ответ Банка России сегодня международным. Виза и MasterCard – национальная система платежных карт. Поводом для ее создания послужили санкции, в рамках которых международные платежные системы в прошлом году остановили обслуживание карт сразу нескольких российских банков. В первую очередь пострадали простые граждане. Чтобы в 2015-м не наступить на те же грабли, было принято решение о создании оператора национальной системы платежных карт. Его форма – открытое акционерное общество, 100% акций принадлежит Банку России. Национальная система платежных карт, она позволит России создать свою карту, которая будет независима от международных платежных систем. Преимущество этой карты перед международными системами – это привязка к внутренним российским транзакциям. О том, что банковский сектор страны необходимо поддерживать, говорил президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Конец прошлого года знаменовался резким ослаблением курса рубля. В итоге Центробанк перешел к плавающему курсу. Разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно. Даже тогда, когда она сталкивается с внутренними трудностями, как это было в 90-х и начале 2000-х годов. Необходимо защитить интересы граждан, прежде всего с небольшими доходами. Правительству и регионам обеспечить контроль за ситуацией на рынках продуктов питания, лекарств, других товаров первой необходимости. Вот это точно можно сделать. Подключиться к программе с 2015 года обязаны все российские банки. Внутри страны транзакции теперь будут идти через национальную систему платежных карт. Уже в конце прошлого года 8 банков, среди которых банки «Россия» и «Северный морской путь», в тестовом режиме подключились к платежной системе. Именно они первыми попали под санкции Запада. Процессинговые центры у нас будут находиться на территории России. И, соответственно, для этого и создается национальная система платежных карт, чтобы мы могли осуществлять переводы денежных средств на территории России. Проектировщики национальной системы платежных карт стараются, чтобы максимально обеспечить те функции, которые и были с международными платежными системами, новой платежной системой России. К декабрю 2015 года планируется выпуск собственной платежной карты для расчетов на территории страны. Как будет выглядеть и как назовут национальную карточку, пока неизвестно. Но планы на будущее уже есть. Через 2-3 года вывести карту на международные рынки. Алевтина Бонадыкова, Муслим Типаев и Дауд Куруев. Новости.